Халха-Монголия и халха-монголы – термины, которые уже прочно вошли в историческую науку. Давайте разберем, что говорят об этом доступные источники. Этнически халха-монголы сформировались из древних монгольских племен и родов, таких как Баржигины, Горлосы, Алхануды, Жалайры, Хангирады, Херейды, Элчигены, Сартулы и другие. Они проживают по всей территории Монголии, но их основное сосредоточение наблюдается в центральных, восточных и южных частях страны. Язык халха-монголов – это монгольский, относящийся к группе монгольских языков алтайской языковой семьи. Он стал основой для современного монгольского литературного языка. Письменность халха-монголов базируется на кириллице. Вероисповедание халха-монголов – буддизм в форме ламаизма. Основу их традиционного хозяйства составляет скотоводство, что веками определяло их образ жизни и культуру. Вопрос о происхождении халха-монголов и достоверности утверждений монголоведения действительно вызывает серьезные сомнения и споры. Давайте разберемся в сути проблемы. Утверждение, что халха-монголы возникли на основе древнемонгольских племен, вызывает очевидные вопросы. Сами же источники монголоведения утверждают, что племена Менгу и Менва, отождествляемые с ранними монголами, до XI и XII веков мирно разводили свиней на берегах Амура в Маньчжурии. Никаких сведений о том, что эти племена завоевали бескрайние степи, нет. Более того, их хозяйственная специализация на разведении свиней ставит под сомнение их причастность к культуре степных народов, традиционно связанных с разведением лошадей. Далее список племен, из которых якобы сформировались халха-монголы, таких как Баржигины, Горлосы, Алхануды, Жалайры, Хангирады, Херейды, Элчигены и Сартулы, также вызывает сомнения. Нет исторических свидетельств о существовании этих племен на территории современной Монголии. Более того, их присвоение современными монголами основывается на решениях, принятых в последние десятилетия, включая указ президента Монголии и рекомендации Академии наук Монголии. Возникает вопрос, если эти племена не были древнемонгольскими, на каком основании им приписывается такое происхождение? Очевидно, что здесь наблюдается процесс конструирования истории, направленный на создание определенного национального нарратива. Это объясняет, почему основа монголоведения, как научной дисциплины, рушится прямо у нас на глазах. Она оказывается не научной, а идеологической платформой, в которой исторические факты подменяются мифами и политически мотивированными интерпретациями. Такая ситуация требует критического пересмотра методологии и источников, на которых базируется монголоведение. Только так можно восстановить научную объективность и приблизиться к реальной истории региона. Сіз кейбір адамдардың Гарвардтар мен Оксфордтарды бітірмесе де, кәсіпте алғырлық танытып, табысқа тез жетіп жататынын байқайсыз ба? Олар нәтижелі, көреген, кемеңгер, батыл, жеңімпаз, олжалы. Неге олай? Бір супер қабілеттері бар ма екен деп ойлап қаласыз кейде. Бұл супер қабілеттер дұрыс кітаптарды оқып, үздіксіз өзін-өзі дамытудың нәтижесі. Мен өзімнің Patreon арнамда әлемнің ең танымал бестселлер атанған өзекті кітаптарын қазақшаға аударып, видео форматында ұсынамын. Видеороликтер үнемі толықтырылып отырады. Бұл арна сіздің өркендеу жолыңыздағы ең сенімді құралыңыз болуы мүмкін. Жазылым ақысы айына бар болғаны $1. Мұндай төмен баға мектеп оқушыларына да қолжетімді болуы үшін қойылған. Мол қазынасы бар сандық қолыма тегін түсті деп есептеңіз. Сілтеме төменде көрсетілген. Кіріп жазылыңыз. Жеңіске апарар бірінші қадамыңызды қазір жасаңыз. Вы абсолютно правы, когда ставите под сомнение основы монголоведения. Если задуматься, идея о том, что так называемые монголы могли сформироваться среди тунгусских племен свиноводов, звучит нелогично. Эти племена, которых в исторических источниках называют Менгу или Менва, спокойно разводили свиней в лесах Маньчжурии, и к степному кочевому образу жизни они просто не имели никакого отношения. Как люди, чья хозяйственная деятельность была связана с наследным свиноводством, могли вдруг стать кочевниками, основой жизни которых было коневодство. Это вызывает множество вопросов, на которые у монголоведения просто нет ответов. Дальше еще интереснее. Нам предлагают верить в переселение этих лесных свиноводов из Маньчжурии в степи Монголии. Ну вот серьезно, как это могло быть?
Как люди, которые всю жизнь жили в лесах, вдруг решили переселиться в степи, чтобы там стать монголами. Это просто звучит как выдумка, которая была придумана специально, чтобы как-то объяснить их присутствие в Монголии. Уберите этот выдуманный переезд, и вся теория о происхождении монголов начинает рассыпаться. Особенно забавным выглядит использование китайских хроник, вроде старой и новой истории династии Тан. Эти хроники вообще не имеют никакого отношения к империи Чингисхана, но их активно используют, чтобы хоть как-то легитимизировать теории монголоведения. Проблема в том, что даже география в этих источниках совершенно не совпадает с реальной картиной. И вот мы подходим к главному. Все монголоведение строится на двух основных выдумках. Якобы тунгусские свиноводы превратились в монголов, и якобы они переселились из Маньчжурии в степи. Если убрать эти фантазии, то вся эта наука отправляется на свалку. Это выглядит как построенная на лжи конструкция, которая рушится при первом же серьезном рассмотрении. Все это заставляет задуматься о том, насколько вся эта история монголов была искусственно создана и внедрена в сознание людей. Вопрос о формировании так называемых монголов среди тунгусских свиноводов в Маньчжурии вызывает очевидные сомнения. Как могли тунгусские племена, ведущие оседлый образ жизни, занимающиеся свиноводством и живущие в лесистой местности, превратиться в степной народ? Это утверждение не имеет ни логики, ни исторических подтверждений. Более того, абсолютно непонятно, как среди тунгусоязычных племен мог развиться монгольский язык, который кардинально отличается от тунгусо-маньчжурской языковой группы. Такие предположения выглядят как откровенная выдумка. Что касается теории о переселении этих тунгусских племен из Маньчжурии в степи нынешней Монголии, она еще более сомнительна. Никаких археологических или письменных доказательств подобного переселения не существует. Эта идея выглядит как очередная попытка создать искусственную версию истории, чтобы оправдать существование монголов в степях. Если исключить эту ложную теорию, становится очевидным, что вся концепция происхождения Халха и других связанных групп разваливается. Исторические документы, которые действительно существуют, указывают на местности Шато и Мугулистан, связывая их с тюркскими народами. Хроники упоминают татар Шато, которых позднее называли тюрками-мугул, а в наше время – тюрками-казаками. Эти источники четко подтверждают тюркские корни, а не тунгусские. Однако мировое монголоведение продолжает искажать эти данные, выдавая их за истории происхождения халха, бурят и калмыков. Таким образом, вся структура мирового монголоведения построена на двух явных выдумках – на утверждении о формировании монголов среди тунгусов и на предположении о переселении этих племен в степи. Эти ложные постулаты служат для присвоения истории татар-шато, тюрков-муголов и тюрков-казаков. Факты ясно указывают на полную несостоятельность подобных теорий, лишенных как научной основы, так и реальных доказательств.